Друзья, всем привет! 5 сентября у нас продолжается лето в нашем регионе. 4-й день солнечно, хорошо. Такого не было за все лето. Это сентябрь. Ну а мы, не теряя времени, едем на рыбалку, едем кидать спиннинг. Говорят, что окунь, щука пошла клевать на спиннинг. Не будем терять времени, потому что на выходных, то есть послезавтра, субботу-воскресенье, собираемся собирать картошку. И навряд ли больше будет такой момент, чтобы было солнечно, было хорошо и была погода. В сентябре обычно мы на спиннинг уже не ловим. Ловим июль-август хорошо. Ну, что делать? Что время опоздало немножко. Едем по пути. Насажу вчерашний пустой продольник. Вот вчера вечером поймал 6 ёршиков. Поймал 7, но один заглотил. Немножко уснул. Вот. Насаживаю этот продольник. К тем даже не будем ехать. Потом на обратном пути завтра проверю. Все, поехали. Вот, друзья, наш продольник первый, который был пустой. Я буквально насадил один последний крючок червяком. Сейчас поднимаю, даже не думая ни о чем, потому что вот все крючки пустые, но слышу, дергает. Решил включить камеру, чтобы сам посмотреть и чтобы и вам показать, что попало мне на продольник. Что-то там есть, что-то там дергает, что пока еще не знаю. Не сильно крупные, но что-то дергает. Что-то дергает. Буквально был один насаженный крючок, и все. Он блестит. Вижу язык. Сейчас который уйдет. Опа. Нет, не ушел. Вот так вот, друзья. Один единственный крючок был насажен на червя. И вот, пожалуйста, результат. Попал такой язык. Вывод напрашивается сам собой. Надо ловить на червей. А червя сегодня взял. Так что крупные крючки насаживаем на ершей. А вот такие, которые поменьше, на червей. А маленьких только, если мне не изменяет память, последний и первый. Остальные... Так, 6 не хватает, ладно. 6 ершей, остальные все червями. Все, насаживаем, наживляем, отпускаем. Так, смотрим, что нам залетело в ловушку. Вчера я переставил ее. Такая вот трава, течение. Вода, конечно, уже упала. Ну, а посмотрим. Так, что мы видим? Один единственный ёрш. Или два ерша вроде бы как. Ладно. 2 ерша, 2 налима. Возможно. Так, с местом здесь мы, получается, не угадали. Меняем место. 2 ёршика. В прошлый раз было 10. Глянем на всякий случай, чем черт не шутит. А вдруг? А вдруг, скажи, а вдруг? О, что-то есть. Что-то есть, друзья. Походу язык.
Енскаден. Енскаден. Попал на червя. Все. Что-то я запутался здесь. И походу все. Ну и тоже неплохо. Так что до конца сейчас вытягиваем. Ершей никто и не хочет есть. Червя едят все, ершей не хотят. Ну и ладно. 2 яська мы уже поймали. И это здорово. Начало есть. Сплавляюсь уже около 2 часов. Сплавился около 5-6 километров, наверное, если не больше. Ни одной поклевки. Что только я не делал, бесполезно. Ни резину, ни железку, ни воблер, ничего. Даже поставил вот, был окушок или щучка, я не понял. Поставил вот такой воблер от Сергея Башко. Виннер. Все обалденно играет. Плавающий воблер. Летит хорошо. Красотень, а не воблер. И никто не хочет его даже брать. Несмотря на такую вот прекрасную погоду. А в лесу мы видим золотую осень. Желтые березы. И прекрасная погода. Бабье лето. Видел рыбака с деревни Василий. 1 хариус. 1 щука была килограмма на 2. Говорит, что не берет. Но он хоть что-то поймал. У меня же только пока в улове 2 язя. 2 яська на продольнике и все. Надежда на вечерний клев. Но сентябрьский вечер, он короткий. Раз-раз и все стемнело. Это не июльские, не июньские вечера. Бросил якорь на перекате, так как заметил всплески хорошенького хариуса. Вот здесь 1 плещется, там 2. 2 таких неплохих крупных хариуса. И попробуем сейчас мы их поймать. Вот он, вот он. Видали, друзья, какой он? Отличный хариус. Полкилошка, не меньше. Снасть тирольская палочка с мушками. Тирольская палочка. 1 мушка. Так себе и сверху пыздрик от Сергея Башко. Вот там 2, 3 их здесь. Их здесь 3. Последняя у меня блесна. Не хочет. Короче, блесна, мушка и пыздрик. Зацеп. Не хочет. Сейчас еще разика 3 закину. Если нет, придется достать удочку. Так, пробуем поймать хариуса на удочку. Насадка. Вот такая вот маленькая блесенка. Это окуневая удочка у меня. Вот такая небольшая блесенка. И нацепил маленького малька.
А попробуем. В принципе, хариус хищник. Малька он тоже должен есть. Сейчас посмотрим, что он скажет. Их здесь 3 штуки. Но если ни на что он не берет, придется доставать тогда кораблик. Поиграть мушками. Если он такой хитрый. Если он такой хитруля у нас. Так, немного добавлю глубина. Тишина. Не хочет. Вот такая вот блесенка с таким червячком. Пытаемся поймать хариуса, который себя показывает, но не берет ни на что. Что уже я ему не предлагал. Полный отказ от всего. Вот он, вот он. Друзья, вы это видели? Это он просто издевается надо мной. Рядом, вот здесь вот рядом, вот второй. Рядом плещется и не берет ни на что. Вот как так, а? Если он не возьмет это, то придется доставать кораблик. Не хотят. Вот он. Опа! Он взял, друзья, взял, но сорвался. Взял, но сорвался. Была поклевка. Все-таки я его раздраконил. Хороший хариус, он даже не поднялся с воды и, к сожалению, ушел. Все-таки я его раздраконил на блесенке с червячком, но, увы. Хорошенький был. Второй раз-то он навряд ли возьмет уже. Сейчас будем пробовать того второго. Ну, если вы не хотите ни на что, держите мушки. Держите кораблик. Сейчас посмотрим, что вы скажете против кораблика. Я их точно видел. Я знаю, что их здесь 3 штуки. Но они выделываются. Вот он, хороший один. Видали, друзья, какой он? Красавчик. Как он плесканулся на мазаевскую мушку-то. Но промахнулся. А вот этот, который у меня сорвался, он был еще крупнее. Так, попытка номер 2. Вот там дальше видел еще один. Окунь не берет, щука не берет. Будем ловить хариуса, если что-нибудь будет получаться. Но я так думаю, если он прыгнул раз, то прыгнет 2. Или как? Или где? Или почему он не прыгает? Что им не так уже, а? 4 дня, отличная погода стоит. Что им не нравится? Хитрый хариус. О, очень хитрый хариус сегодня.
Вот по этой причине, наверное, и окунь, щука не клюют. Потому что сегодня не клевый день. Несмотря на прекрасную погоду, бывает и такое. Хариус не клюет. Опа. Опа, 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 опа. Зато клюет окунь. Вот такой красавец клюнул. Ах, красивый. Вот он, золотой мой. Наконец-то долгожданный полосатый. Клюнул на такую блесенку с насадкой малька Энскадан. А я тут, понимаете ли, хариуса пытаюсь ловить. А вот они, оказывается, где. Вон течение туда. Опа! Течение бьет туда. Тут такой тиховод получается. И вот они здесь. Не обмануло все-таки мое чутье. Думаю, дай-ка я здесь попробую. И вот долгожданный окунь. Только что хотел сказать, хариус не клюет, давай попробуем окуня. И вот он сразу. Была еще поклевка. Так. Вот он. Опа, сход. Сход. Фух, ну, наконец-то. Я уж думал, есть сначала. Так тяжело. Удочка 6-метровая. Не так-то просто ее выуживать. Ну, вот, есть поклевка. Есть, есть, есть. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Опа! Чуть меньше, но все равно хороший. Вот он. Второй полосатик. Энскадан. Ну, наконец-то. Наконец-то, наконец-то я увидел поклевки. Я уже думал, все. Нашел я все-таки местечко. И 2 окуня у меня уже есть. Первый поймал на малька, второй клюнул на червяка. Так, ладно, удочка у нас пусть стоит. Попробую закинуть спиннинг. Чем черт не шутит. Главное не прозевать. Так, блюфокс троечка. Не блюфокс, а типа блюфокса. Сейчас попробуем. Что нам скажет? Блесна вертушка. Не хотят. Целый день кидал блесну. Ни одной поклевки, так что нечего экспериментировать. Клюет на удочку, надо ловить, пытаться на удочку. Спиннинг бесполезно кидать. Взял опять удочку и вон вижу поклевку. Короче, спиннинг сегодня не работает. Ничего не работает. Ни железо, ни резина, ни воблер. Вот. Удочка работает. Не знаю кто, но клюет. Ну. Мальки, что ли, долбят?
окушочек. Вот такой вот. Иди, гуляй. Я думаю, кто там долбит? Где крупный окунь-то? Вот так вот. Играл как зимой. Как на зимнюю блесну он. Балансир бы сюда. Было бы нормально, я так думаю. Вот не успел заснять очередной полосатик. Взял на игру. Короче, клюет плохо. Я играю как на зимнюю блесну. Так раз. Дернул, отпустил. Вот. Вот. Нашел я все-таки ключик к ним. Обыкновенная блесенка небольшая. Дернул, отпустил. Он получается, ну, как зимой играешь на балансир вот, или на вертикальную блесну. Точно так же. Дернул, отпустил. Нацепил малька. И тоже тишина. Тишина. Нет, есть. Вот он. Есть полосатик. Полосатик. Есть поклевка. Ну. Давай. Что ты? Опа, давай. Вот. Вот он. Красавец. Ну вот так вот интереснее рыбачить. Так. Зашибись. А я уж думал, все, не будет сегодня рыбалки. Не, нашел я заветное место. Нашел я их. Вот. Самое главное, я нашел, как их ловить. Ну. О. Инскадан. Такой стандартный окушок с ладошку. Но первый, конечно, удивил. Порадовал. Хорошенький такой горбач был. Опа. Пошла мазута. Может, просто время пришло. Солнышко садится. Может, это просто вечерний клев. Но почему тогда спиннинг не берет?
блесну, резину, все ж кидал, ничего не берет. А червя, малька он долбит. Ну, опа. Давай, 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 давай. Вот это. Вот он хороший мой. Вот он мой красивый окушочек мой. А малька 4 осталось уже. Ну, ничего страшного. Я так думаю, если червя берет, мы на червя также половим. Просто сейчас добьем малька и будем ловить на червя. А то вообще зимнюю вертикальную блесну поставим, да и будем ловить на нее. Ну, давай, 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 давай. Давай. По поклевке сразу видно, крупный окунь или мелкий. Крупный сразу, он туда аж. Мелкий начнет там дергать без толку что-то. О, давай, давай, давай. Пошла, пошла. Ну, что-то. Давай. Вот так вот. Давненько мы полосатиков не дергали. Янскадам. Опа. Опа. Опа, 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 хороший. Опа. Янскадам. Этот уже покрупнее. Вот он. Так, и их осталось 3. Цепляем малька. И их осталось теперь 2. Опа, давай, 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 давай. Вот так вот, Янскадан. Красивый он такой. Он такой красавец. Ох. А у нас закончились мальки. Что будем делать? А у меня есть одна идея. Сейчас пока выключимся. Рекламная пауза. А потом я вам, конечно, покажу. Друзья, вот что я хотел вам показать. Вот. На свою блесенку нацепил вот такой маленький виброхвостик. Вообще маленький, малюсенький. И без всякой насадки просто играю. Вверх-вниз. Вот так раз. 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 Вон, гляньте, какой берег. И такой он уже, наверное, не 1 десяток лет. Я как помню, он такой был мелкий. Так он и стоит. А туда, если подняться, бор беломошник, белые грибы, брусника. Все что угодно. Вообще места здесь обалденные, красивые. Но не клюет. Все-таки сентябрь не время спиннинга. Что бы там ни говорили, в июле клюет лучше.
Штиль полный, ветер стих. Машкары в меру так. Ну, вообще норм. Обалденная погода. Клевало бы еще. О, еще рябчик просвистел. Ну что, выключаемся. До следующей поклевки. Или до первой поклевки. Не хотят сегодня спиннинг брать ни в какую. Ну что, друзья, вот и подошла к концу еще одна рыбалка. Взял с собой 2 рюкзака, хотел ехать с ночевкой. Отличная погода, тепло, ветра нет, все хорошо. Но все-таки я решил вернуться домой, потому что того клёва, которого я ждал, я не увидел. Рыба есть, на перекате плещется хариус. Видно, хариус один попадал, сошел. Щуки нет, ясь берет плохо. Немного нарвался буквально на полчасика на клёв окуней. Как начало клевать, так и перестало. Поймал ровно 20 штук. Что-то меньше, что-то покрупнее. Села экшн камера в режиме ожидания постоянном. Все ждал поклевку туда-сюда. Была еще одна обалденная поклевка на удочку язя. Как я с ним боролся, жалко не успел, не удалось заснять. Вот наш сегодняшний улов. Вот такие вот окуняки. Вполне приличные. Что-то поменьше. Вот эти 2 подъязка попали мне на продольник. И вот он, красавец язь, которую я вытащил на удочку. Вот он. Вот он, красавец. Вот он, мой хороший. Как я с ним боролся. Хорошо, что был сачок. Этот сачок подарок Игоря, моего друга. Не буду говорить фамилии, отчество, так как он просил не говорить, что я ему подарил. Подарок был на день рождения еще. Просто взял сегодня его. Думал, будут щуки, будет рыба крупная. Но, увы. Ну, что бы то ни было, рыбалка удалась. Рыбками половили. И теперь все-таки я не останусь ночевать ни в избушке, ни в скаляп не поеду. А поеду, пока не стемнело, домой. Смонтирую этот ролик. А завтра попробую поймать мальков и порыбачить возле деревни. Потому что дальние поездки, с одной стороны, огромный минус — это расход топлива. А топливо само по себе тоже не появляется. Как бы клевало бы, я поехал. И день, не, только с ночевкой, да. Завтра еще рыбалка, послезавтра начинаем уборку картофеля. Так что встречаемся завтра на проверке продольников и порыбачим возле деревни. До завтра. Ну а напоследок хочу показать всю красоту, всю прелесть нашей матушки Печоры. Во дворе сентябрь. Погодка просто изумительная. Солнышко село. Полный штиль. Красота, да и только.